8 килограмм, считайте, 10 тысяч рублей вот эта рыба стоит. А печень жеребенка есть? Сколько стоит? Комплект 4 тысячи. Нет, килограмм 4 тысячи? Не грабеж ли это, а? Where you come from? I'm from India. India? Yeah. And you are from? I'm here. Oh, you are belongs to Yakut. Living here. Вот такой ледяной трон. И во всех дворах города Якутска можно наблюдать вот такую картину. Потому что вот эта мода уже несколько лет уже, потому что она более чем эффективная, себя показала как надежная. Ребята, всем привет! Это город Якутск. Сегодня температура, по радио говорили, что минус 42, но возможно и минус 44. Как видите, очень густой туман в некоторых местах, особенно после автобусов. Там видимость десятка метров. Сейчас мы едем с вами в одно место. Люди говорят, что это самый холодный рынок в мире. Наверняка многие видели на других каналах. Может, кто-то из моих подписчиков не видел. Поэтому я решил сегодня вам показать. Но я точно не знаю, работают ли они. Поедем и посмотрим. Вот стоит у нас, называется крестьянский рынок. Сейчас мы заедем через парк. У меня задубели стойки, амортизаторы. Тормоз и цепа в порядке. Когда долго стою, машина почти, не замерзает, а дубеет. Мосты дубеют, ходовка дубеет. А первые метры даются с небольшим трудом. А здесь у нас парадный вход на рынок. Сегодня очень холодно. Вот такая у нас национальная продукция продается. Здравствуйте. А что у нас интересного тут продается? Рыба, ягоды. Самая дорогая рыба у нас какая? Нельма. Нельма. Это 1300 рублей за килограмм, да? Килограмм. А примерно сколько весит одна такая рыба? Этот 8, там 10 килограмм. 8 килограмм, считайте, 10 тысяч рублей вот эта рыба стоит. Щука 180. Ягоды всякие. Заяц 2000 рублей косой стоит. Караси средняя колыма. Глухари. Глухарь 1500 рублей. Гуси. Не знаю, сколько стоит.
Что тут еще интересного? С одного можно полкилограмма. А как перец отдельно? Жирный, вот в спину посмотри. Сейчас. Вон какой, смотри, спинка. Толстая, жирная, чукурдахская. Сколько это тянет? А что это? Давайте вешу сейчас. Это на 1220. Ой, ой, сильно большой. Нет, Поменьше, да? меньше надо. Сейчас я найду вам. Смотрите, форель стоит дешевле, чем наша Нельма. Форель привезной. У нас форель не водится вроде. И вот на таком холоде продавцы стоят на улице, продают. Вот с термосом ходят. Тут у нас мясная продукция. А почем же ребятина? Непонятно. Так, оно идет 700, 800, 1000. За килограмм? Ага. У нас в деревне килограмм жеребятина 400 рублей. Оленина, жеребятина 600. Говядина. Печень. Убага 600, да? Жеребятина. 600 kada varlar. Kali yastığı varlar. А печень жеребенка есть? Да. Сколько стоит? Комплект 4000. Нет, килограмм. 4000? Вот килограмм печенки жеребятины 4000. У нас в деревне весь комплект внутренний. Там все потроха, сердце, печень. Весь комплект стоит 5000. А тут на рынке продают за килограмм печени 4000 просят. Не грабеж ли это, а? А почем печень? Печень, да. Ага. Вот его. Вот это 3000 дают. Там 3500, 514 дают. Это 2000 килограмм. Ясно. Ну. Сейчас у меня щеки замерзли. Я тут минут 5 хожу. Уже холодно мне. Здравствуйте, с Новым годом. А вам не холодно? С утра стоите? Тут отделение, где продается одежда всякая. Тут тоже люди на улице стоят, торгуют. Тут внутри в помещениях тоже есть ларьки всякие. Ну, там мне интересно.
Говорят, рынок работает всего-то второй день после праздников. Вот большинство ларьков пустые стоят. А говорят, тут полно было до праздников. Ну и говорят, что с завтрашнего дня тоже хорошо будет. С Новым годом! А вам не холодно тут с утра стоять на улице торговать? Уже привыкли. Сегодня сколько градусов говорили? 46-45. Ничего себе. Сейчас на градусники смотрю. Ага. А сейчас вот народу мало после праздников? Некоторые торговцев нет, и да, еще? Вот некоторые ларьки пустые стоят. А вообще прибыльная, да? Бизнес хорошо идет? Ну, в смысле торговля. Какую рыбу предпочитают наши соотечественники? Нельму? Чир? Чир хорошо идет. Карась. Ага. Карась любят. Чир, караси, ряпушка, пели, самые такие ходовые. Ходовые, да? А эти, я видел, где-то привезные рыбы, там форель всякая. Они откуда обычно привозят? Норвегия, Чили. Да? А это считается чисто наша продукция, Да. якутская. Да. Местная продукция. Ага. А допустим, вот охотники могут сдать свою добычу? Ну, рыбу, например, рыбаки. Да, конечно. На реализацию, да? По-разному, да. Ага. Просто надо договариваться, да? Вот смотря как. Ага. Ясно, спасибо. Удачи вам в торговле. Вам тоже. Where you come from? I'm from India. India. Yeah. And you are from? I'm here. Oh, you are belongs to Yakut. living here. Yeah. Okay, okay. How about you? About Yakutia? About frost? Yeah, Yakutia is good. Now it's a extreme cold temperature. It's very cold. Yeah, it's very cold. What is this? You're not cold? It's bad. It's bad? Bad shoes, yes. Yes, yes. Good? Yeah, good. It's working. Like this is No, need like this shoes. these shoes are belongs to Yakut, but I have procured from India. Yeah. Okay, thank you. Yeah, thank you very much. Вот человек с Индии, кажется, блогер тоже посещает самый холодный рынок в мире. Вот такой короткий обзорчик про рынок. Что еще про город Якутск показать вам, я пока еще не знаю. Вечером я постараюсь показать вам, как здесь автомобилисты ночуют, как я в портативных гаражах всяких. Еще и ветер сегодня. Посмотрим на мой лживый градусник, сколько он показывает. Даже мой лжец говорит, что минус 43. Продавец говорит, что минус 46. Ну, наверное, так и есть, ребята. Я сейчас нахожусь в Үрдель парк. Называется Үрдель. Это в переводе возвышение. Вот отсюда очень классный обзор всего города, потому что это находится на вершине сопки. И вот такой зимний вариант. Очень-очень красивый. Несмотря на такой холод, несмотря на такой туман, вот дети пришли, играют с горки. Там много машин, много зданий, где проводятся праздники, банкетные залы. Вон там у нас смотровая. Оттуда виден весь город. Но из-за тумана, конечно, половину не видно. Но все-таки некие огни города ночного
города Якутска мы можем наблюдать. Очень много ледовых скульптур всяких разных. Делают это наши мастера, которые во всем мире участвуют в таких конкурсах и занимают первые места. Вот такой ледяной трон. Внизу верная собачка, лайка сибирская. Здесь у нас рысь, две рыси, ворон сидит, тут белка, кедровый орех жует, медведь, с той стороны у нас соболюшка сидит, тут волк воет, баран горный и в самом верху черная глухарь. Это у нас охотничья собака. А вот посередине трона вот баянай сидит. А тут у нас композиция называется Райбидде. Однажды. Вот старик рассказывает о Лонхове сказку своему внуку, который очень удивленно слушает дедушку. А здесь у нас танцующие детишки, где молодые люди. А тут у нас плавают осетра. Вот один осетр выглянул. И вот там у нас мамонт. Время у нас уже 4:30. Вот такой туман густой. Видно только светофор и фары. Ориентироваться приходится по навигатору. Тут пропустить нужный переулок, расплюнуть, потому что вокруг мало чего видно в густом тумане. Поэтому я всегда включаю навигатор, включаю передние и задние туманки, чтобы было безопаснее ехать. И вот так все тут живут в густом тумане, на холоде. Риск попасть в ДТП тут шансы очень большие. Сегодня я видел ДТП. Просто из-за невидимости. Когда, например, КамАЗ едет или автобус, из-за его дыма вот, туман густеет несколько раз. И видимости там почти нету. Но здесь почти все привыкли ездить аккуратно, осторожно. Водители все опытные. Главное не спешить. Так такового гололеда нету. Асфальт сухой, снег сухой. Но если разогнаться, то, конечно, тормозить труднее.
представляете, здесь туман каждый день. В какой-то день его много, в какой-то день его мало. Очень опасно, когда водители забывают включить габаритные огни или ближний свет. Из-за тумана машину не видно, особенно серую машину, серебристую. Итак, мы находимся в самом элитном районе города Якутска, называется 203 микрорайон. И сейчас мы с вами посмотрим, как тут у нас автомобилисты в городе, в самом холодном городе, оставляют на ночь машины. Здесь проблема с гаражами. Во-первых, покупать гараж очень дорого, в своем районе найти. Вот одна машина на портативном гараже стоит. Во-вторых, гараж. Есть гаражи большие, там где на ночь можно оставить машину. Средняя цена 500 рублей за малолитражку и так далее. Вот стоят машины в портативных гаражах, как у меня. Есть и машины, которые оставили вообще зимовать на улице. Вот проблема посуточного гаража. Там надо раньше зайти. Если опоздаете, там места уже не хватит. Вот, смотрите, как стоят. Во-вторых, с этого гаража надо машины убрать. Чем раньше, тем лучше. Вот велосипеды зимуют. Вот машины все стоят на портативных гаражах. Время сейчас 11 часов. Вот такая еще реклама есть, прокат портативных гаражей. Вот столько машин тут стоят. Это только один двор. И во всех дворах города Якутска можно наблюдать вот такую картину. Потому что вот эта мода уже несколько лет уже, потому что она более чем эффективная, себя показала как надежная. Но есть и свои проблемы. Если долго так стоять, образуется конденсат сверху. Бывают случаи, когда конденсат образуется даже между обшивкой и крышей. Ну, со временем иногда люди в теплых помещениях их днем вот в таком режиме все ездят, как я. Некоторые в багажник ставят. Вот так вот. Разные фирмы есть, которые делают портативные гаражи. У меня от фирмы Hot Tent. Думаю, она самая лучшая. Вот во дворах тоже все стоят. А насчет посуточного гаража, получается, ты тратишь очень много, потому что вечером, когда ставишь машину, платишь за услугу, потом тебе же надо возвращаться, пешком так далеко не пойдешь, поэтому надо на такси поехать, это как минимум 200 рублей. Утром тоже на такси надо поехать, это тоже ты тратишь 200 рублей, и получается у тебя суточный чек, ну, примерно 1000 рублей получается.
И каждый день вот так делать, в месяц там 30 тысяч уходит. А портативные гаражи стоят, ну, от 12, что ли, от 15. Мой, например, стоит больше 20, потому что у меня машина большая. Ну и получается экономия. В этом году купил гараж портативный, и проблема гаража исчезает. Ты под окнами своего дома ставишь машину, и все, проблем нет. Вот вечером вот такая красота у нас по площадям. Вот и все, что я хотел сегодня вам показать. Мы сегодня посмотрели самый холодный рынок в мире. Также мы находимся в самом холодном городе, большом. Подписываемся на канал, обязательно ставьте лайки, ждите следующих выпусков. Всем удачи и пока.